Киеве звучали крымско-татарские мотивы. «Ожерелье крымских городов». Произведение композитора Мирзия Халитовой с таким названием исполнил Полтавский симфонический оркестр. Как реагировали украинские слушатели на крымско-татарские произведения, знает Лидия Полянская. Зал столичной консерватории почти заполнен. Послушать произведение «Ожерелье городов Крыма» в исполнении Полтавского симфонического оркестра пришло около 200 киевлян. Мирзия Халитова волнуется как впервые. Композитор готовится в очередной раз услышать свое творение. Это всегда очень волнительно, очень радостно, ведь я столько вкладываю, чтобы написать симфоническую партитуру. Это огромный труд, очень большой. И, конечно, это плоды моего труда. Потом, когда я слышу это в звучании оркестра, это здорово, это очень волнительно и очень приятно. Эта работа написана давно, вдохновила любовь к Крыму, к красоте, к красивой природе Крыма. Наверное, так можно сказать. Ведущая концерта знакомит слушателей с историей написания композиции, рассказывает об авторе. Мирзіє Ханум – композитор пошуку і глибоких відчуттів. Інструментальна палітра її оркестрових творів глибоко патріотична і насичена національним колоритом. Вона не просто використовує кримсько-татарські мотиви, а й звертається до історії свого народу, відбиваючи його події та життя. Во время исполнения произведения в зале царила тишина. Впоследствии слушатели признаются, что мысленно прогуливались излюбленными местами Крыма. Я испытываю гордость и удовольствие от того, что у нас есть такие композиторы. И музыка, конечно, мне нравится, потому что у нее есть ряд произведений, которые посвящены крымско-татарской тематике нашей Родины. И очень благодарна ей за ее труд. Я очень рада, что в Киеве звучит крымская музыка. И тем более, это великолепное произведение, действительно шедевр. Крымская тематика сейчас популярна на материке. Не исключение и произведения Мирзии Халитовой. До концерта в столице ее произведения звучали во Львовской консерватории. Лидия Полянская, Асан Иминов, Ислам Пинка, Заман, АТР.